Усім прывітання, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. У студыі для вас, як звычайна, Зміцер Лукашук, а яшчэ для вас, праўда, са сваёй фактычна дамашняй студыі, але у эфіры Еўрарада наш даўні сябра, блогер Александр Рыкаў, больш вядомы нашим гледачам як Балаганаў. Прывітанне, Александр. Вітаю, Зміцер. Дуже приємно вас бачити. Не было вас в этом году первый раз, кстати. Ну так да, тут же ж паспрабуй з тобой дамоўся, і сваёй працы, я так разумею, хапае. І так рвуць цябе на кавалкі ў розныя бакі, дык ще добра, што знайшоў часу. Дарэчы, ты ведаеш, што я так кажу просто украінскі блогер Балаганаў, а тут цябе прадстаўляюць у нас як беларуска-украінскі блогер Балаганаў. Так что вот заслужил, отрыбливается. Знаешь, я даже не буду сопротивляться. Я к этому уже привык, и я вместе с белорусами прям, не знаю, вы для меня родные люди, такие же прекрасные, такие же добрые, такие же, которые просто хотят жить, которые хотят посвящать время своим деткам. Поэтому у меня все хорошо с вами. Я вас люблю. Мы цябе таксама, і не толькі цябе, а ўсіх наших таксама украінскіх сяброў. Дарэчы, зраблю невялічкі анонс пра украінскіх сяброў с нашим таксама добрым сябрам, якога ўжо чамусьці наши каментатары ў соцсетках запісалі ў мае сваякі, называюць яго кумам Лукашука. Дык вось кума Лукашука, украінскі палітолог Евген Магда, заўтра будзе у нас у праграме «Ідэя X». Будем з ім разважаць пра беларускую і украінскую нацыянальныя ідэі, чым яны адрозніваюцца, што іх яднае і як мы адзін аднаго, можа быць, дадаем адзін аднаму. Усяго. Так што будзе цікава, далучайцеся. Але Александр, давай пачнем з таго, што адбываецца у вас. Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч, а апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая сітуацыя? Як вы перажываеце гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца? Не, ну, для меня это чистая агония Путина. Паника, он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Но за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно, хочешь не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв, вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок вскакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого, не знаю, как сказать, оно страшно, но на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой. Потому что ты же видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает. Ну вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают. Ну, колоссальная беда. Слухай, вот этот самый... Боже мой, выскочила из головы. Новый кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, Боже мой, Буданов, во. Напісаў, што атрымаў ад Зеленскага, ну, как бы такое даручэнне ці пажаданне
каб до конца года ўсё ж таки выйсці на спыненне баявых дзеянняў, там на нейкае замірэнне. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб тэрмінова прыйсці до нейкага пагаднення, спыніць вайну і гэтак далей. Наколькі вось ты, жывучы там унутры, перажываючы ўсё, што адбываецца, верыш у тое, што гэта магчыма зрабіць не тое, вот як кажа Порошенко, бліжэйшым часам, а нават до конца года, як хоча Зеленскі і дае даручэнне Буданову? Знаешь, мы на этот счет недавно спорили с моим другом. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил это, и что он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит. Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым Великая Отечественная, как говорили в Советском Союзе, магчыма нават ужо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна спраўляюцца вот столькі часу вот і такая жудасная вайна? Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно, но все понимают, что никто им сдаваться не будет. Никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все, вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия, его просто нету. И вот это больше состояние, особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу, они не знают, что такое жить без войны. У них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы, куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя... Я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Ну, все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать, а если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю. Ну, тым не менш, сапраўды, вот Украіна навучылася і зрабіла вельмі, ну, складанай, назовем это мягко, жыццё для расіян нават вельмі далёка ад лініі фронта. І, можа быць, нарэшце яны зразумеюць, што вайна-то можа і вярнуцца. Яны ж ніколі не перажывалі вайну на сваёй тэрыторыі. Нават калі браць вот эту другую сусветную вайну, ну, до Москвы дашлі. А далей ніхто там как бы такой войны-то особо не адчуваў. Ну, людзі сыходзілі, людзі гінулі, было складана там з усім астатнім, але снарады-то не даляталі, ніхто не ўзрываў дамы і ўсё астатняе дзе-нибудь у глубіні России. А зараз гэта ёсць. Можа быть, зразумеюць нешта? Да нет, ну тут, мне кажется, даже со Второй мировой нет смысла сравнивать, потому что того поколения, которое это понимало, что такое война, что такое взрывы, беда, горе,
ну дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышала, не видела этого и не знала. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, и для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будут лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысяча, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум 1 миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться, пусть справится какой-то российский в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей. Каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве, пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое. Александр, хотел бы с тобой поговорить про змену адносінаў ці там скажем змену стратэгіі Киева адносна да Беларусі. Ты не здзівіўся, калі вот колькі часу таму, там месяц, можа там плюс-мінус, Зеленскі раптам вельмі так, ну как бы так рэзка пачаў выказвацца у адрас Лукашэнкі, рэжыма, баяздольнасці беларускага войска і гэтак далей. То есть на фоне того, что колькі гадоў увогуле как бы там про Беларусь асабліва нічога не гучала с Банковой, а тут вот адзін за адным такія выступы. Ты не здзівіўся такой змене такого погляду? Не, у меня так и видео назывались 2 месяца назад, что произошло. Самый популярный комментарий был, который залайкали, а возможно у нас поменялся в офисе президента руководитель. Это была первая версия. Вот, что был определенный стоп со стороны Ермака, теперь типа Буданов, новая какая-то внешняя политика администрации президента. Вот. Потом, опять же, если ты помнишь, после Литвы наступила такая пауза на месяц или на 2, я тоже записывал видео, а что, на этом все закончилось в отношениях с Беларусью, какие-то публичные. Потом вот эти все назначения, встречи. Знаешь, я до сих пор думаю, что здесь политики больше, чем какой-то жизни настоящей. И я очень хочу верить, что дела, которые совместная вот эта политическая, скажем, как коммуникация, она приведет к улучшению жизни в первую очередь белорусов, которые находятся внутри нашей страны. Она приведет к тому, чтобы они здесь себя ощущали, ну, я не хочу сказать как дома, потому что дом для них — это Беларусь. Ну, пусть будет вторая родина, и они такие же здесь полноправные члены общества, я не знаю, как это правильно сказать, достойные люди, чтобы находиться в Украине со всеми правами. Калі пачалі гучаць словы про тое, что знаешь, уже пачалі обмениваться, что вот глядзіце, там Лукашенко, рыпнешься у бок Украины, атрымаешь как бы отказ, мы тут за тобой сочым, объекты ведаем, якія там для цябе балючыя будуць. Тут и Лукашенко уже не вытрымаў, подорваўся, пачаў прыбегаць, рассказывать, что там мы знаем центр принятия решений, 1 удар, а не 500, и ўсё, кранты. В общем, Киев за 1 удар, уже новые тренды у Лукашэнкі. Наколькі ты сур'ёзна ставішся да магчымасці сапраўды, что вот гэта словесная эскалацыя перайдзе у нейкую реальную, там, боевую, силовую? Я в это не верю. Ну, я и в 22 год не верил, поэтому здесь такое. Ну, я не верю
нам не надо растягивать фронт дополнительно еще на такое огромное количество километров. Вот. Лука понимает, что если дроны долетают до Кронштадта, что сегодня произошло в таком количестве, прямо демонстрационно на ПМФ, притом поразили даже корвет, не считая эту самую большую их нефтеперевалочную базу, то разнести всю основную жилу экономическую Лукашенко это будет 1 секунда. Вот. Ну, грубо говоря, 1 сутки. И то, что сейчас говорится, что мы взяли 500 целей, я думаю, что эти 500 целей взяты еще 2 года назад или 3. И все уже под контролем. Ну, возможно, не было таких дроновых тогда технологий. Их пробовали, может быть, другим способом взять под контроль через те же фуры, через те же паутинные операции. Но сейчас производство растет, технологии наши растут, добавляется везде искусственный интеллект. Вот. Сегодня те видео ударов по Питеру, что опубликовал Мадяр, то видно же, что эти огромные птицы управляются с помощью FPV. Пилот прямо летит, выбирает, сам облетает, смотрит и бьет именно в ту точку, куда надо. Вот. А долететь до Мозыря с 30 километров, ну это ж ерунда. Тогда даже дроны можно не отправлять, 2 Хаймерса прилетит, и от завода ничего не останется. И то, что Лукашенко сейчас счастливый отчитывается, что в 26 раз увеличил поставки нефтепродуктов в Россию, ну это временный джекпот, он может остановиться, и паралич логистики и топлива наступит не только в России, а еще и в Беларуси. Ну, я не хотел бы эти сценарии рассматривать, я в них не верю, честно. Может, знаете, тут... Может, Луку просят гавкать в нашу сторону, может, ему это надо постоянно гавкать, его просит Путин, чтобы какое-то нам напряжение создавать здесь, чтобы мы какие-то дополнительные силы держали на этом фланге. Но я, судя по всем комментариям, думаю, здесь больше таких словесных перепалок. Чтобы не было дружбы, может быть, даже большой у Лукашенко и США. Потому что сейчас глубоко уважаемый президент, все эти истории, как Трамп обращается, вот, может, эти вещи и пытаются разрушить. Ну то бок ну безумоўна мы таксама не верым у тое что Кіев без нейкай сур'ёзнай прычыны штосьці там не тое что войскі свае не тое что там добраахвотнікаў але нават дрон запусціць у боку Беларусі але наколькі ўсё ж таки верагоднасць того что з тэрыторыі Беларусі нейкія правакацыі будуць з дазволу Лукашэнкі без дазволу Лукашэнкі да можа быть без яго жадання. Але ну не просто ж так і Сырскі про небяспеку пэўную там гавораць там іншыя вайскоўцы подзяліся інсайдамі что твои сябры военные гавораць на гэты конт? А у меня нет никаких инсайдов. У меня все мои военные друзья, кому мы помогаем, они все находятся на Востоке. Вот. В основном большинство, кстати, на запорожском направлении. Мы с ними про Беларусь вообще не общаемся, им точно не до Беларуси. Вот. Я не верю. Я могу поверить, что провокацию какую-то, может быть, захочет сделать Россия, может быть. Но то, что Лука будет это пресекать, я вот здесь, хоть он и диктатор, хоть он и преступник, вот, я верю, что он хочет до старости дожить, потому что ну, дрон в лоб может прилететь очень быстро. Давай трошечку на іншыя тэмы. Ты, дарэчы, ўжо закрануў яе пра тое, што вот у беларусаў ва ўкраіне можа быць трошечку праблемаў менш стане у выніку пэўных падзеяў, пэўнай увагі да беларускага пытання з боку украінскіх уладаў. Але ў працяг тэмы Грыша Шарапаў піша: «Вітаю шаноўных з Еревана. Учора першы плюс беларусам ад візіта Ціхановскай у Арменію быў. Чалавек у розшуку дэпартаванага з Батумі не затрымалі,
толькі пратрымалі гадзіну і пропусцілі далей у Арменію. Ну, маўляў, кажуць про тое, что дзякуючы вось таким контактам, якія атрымаліся у выніку візіта Ціхановскай у Арменію, сустрэчу з Пашынянам, давядзення сітуацыі з этими спробамі лукашыстаў, з беларусаў, якія унеслі там у базу вышука, каб на іх не затрымлівалі, не дэпартавалі і гэтак далей, ёсць. Якія ўсё ж такі чаканні у цябе, развагі пра візіт Ціхановскай ва ўкраіну? Тое, што яны абмяркоўвалі з Зеленскім, тое, якія там пытанні яна агучвала, праблемы, якія ёсць у беларусаў. Наколькі ты ведаеш унутраную кухню вашу украінскую, наколькі пасля гэтай размовы гэтыя пытанні могуць быць вырашаныя? Ну, я ж не вхож ни в какие политические кабинеты, и ни с кем я, в принципе, не общаюсь. Назовем так, я политиков в Беларуси знаю больше, чем в Украине. В Украине я, не знаю, ни с одним ни депутатом не знаком, вообще ни с кем. Вот, поэтому я могу только по поверхностным. То видео, которое опубликовала, я так понимаю, наша администрация президента, где Зеленский общается с Тихановской, там как раз было пару кусочков, где она что-то говорила про проблемы Беларуси. То есть она их озвучивала. Вот. Если они будут решаться, это хорошо. Назначили нашего спецпредставителя, я так понимаю, по коммуникациям с оппозицией Беларуси. Ну, дай бог, чтобы у него получалось, чтобы он мог принимать какие-то решения и решать действительно вопросы, которые связаны с проблемами белорусов, потому что их достаточно много. Я когда-то был на каком-то форуме года 3 назад, и там сидели наши депутаты, я помню, и мне почему-то дали слово как блогеру по Беларуси. А она там до этого рассказывала, как мы уважаем Беларусь, как мы их любим, вот как вы все тут добровольцы, молодцы. А я ни с того ни с сего, что-то мне так надоело это слушать, я так знал же всех этих проблем, я взял и просто публично на 100 человек на нее наехал. А что вы делаете, кроме разговоров? А что вы делаете для белорусов? Ну вы все тут красиво рассказываете, как и у нас в украинской политике. А что вы сделали для них конкретно? И с тех пор я не знаю, что поменялось. Это надо больше, наверное, белорусов спрашивать здесь у нас, которые проходят. Но судя по тем даже постам, и вот я дружу с Марго Левчук, она мне никогда не жаловалась. Я только видел тот трэш, который с ней лично происходил, как с человеком, который уже здесь, замуж за нашим военным, который ребенок тут родился. И те проблемы, которые она проходила, ну это просто позор. Это просто позор. Да, они все решились, да, просто со временем. Но сколько это стоило нервотрепки, что Руслану надо было приезжать с боевыми орденами и всех за уже тихать, чтобы все вопросы решались быстрее. Это проблема наша. Большая. Ну да, слухай, я ведаю, ну і ты пісаў пра гэта, расказваў, што сустрэўся з Ціхановскай. Даўно спрабавалі гэтую вашу сустрэчу сарганізаваць, былі планы у цябе там альбо ў Вільню нейкім чынам даехаць, альбо у Варшаве сустрэчу зладзіць, але дачакаліся таго, што яна прыехала фактычна да цябе ў госці ў Кіеў. Што скажаш пра сустрэчу? Якія ўражанні? Ці адпавядае твоим уяўленнем тое, что ты побачыў и пачуў у реале? Нет, ну я же хотел интервью сделать, притом еще 3 года назад я предлагал, что я не хочу, как все блогеры, делать его в каком-то формате, как это называется, подкаста, разговоров, острых вопросов. Меня с того времени, я думаю, там журналисты и достаточно задавали, чтобы у нас сформировалось мнение. Я хотел и тогда предлагал команде Тихановской, что с бокалом вина или пива садимся в баре и общаемся о жизни, о взглядах, как вы докатились до такой жизни, что у вас поменялось. Мне хотелось ее понять как человека. Понимаешь, то, что мы встретились, это не получился же формат 1 на 1, чтобы мы без перерыва разговаривали. Да, мы провели вместе там за столом час, но нас было 6 человек.
И у меня было там условно 2-3 вопроса и несколько минут, когда мы смогли тет-а-тет поговорить. У меня впечатление, чего я и в эфире у себя говорил, что человек без звездной болезни. Но для меня это очень важно, потому что я со многими общаюсь, даже просто с людьми, которые становятся чуть медийно популярными, у них срывает чердак, все, у них пальцы веером, какие-то вот такие разговоры возвышенные. Нет, абсолютно обычный человек, абсолютно может шутить, троллить, вот как будто совсем не политик, и мы можем общаться так вот о жизни с шутками. Это мне понравилось. А политики, ну тогда у меня была возможность выехать там за дронами, за мавиками, машины перегнать, и я мог тогда с ними встретиться. Вот. Потом, когда они уже согласились, у меня не было возможности просто поехать. У нас все, слава богу, начало продаваться здесь, лишь бы мы могли собирать для наших воеров в достаточном количестве деньги и покупать дроны. Сейчас уже, если вы обратите внимание, практически никто на дроны не собирает. Если год назад мы номер один FPV, только FPV гнали на фронт, теперь этого не собирают. Собирают на НРК, на наземные роботизированные комплексы. Они дорогие, но они спасают жизни. Наши морские пехотинцы сейчас их так усовершенствовали, такие видео мне присылают там. Пулеметы на них, гранатометы, все, что хочешь. Огнеметы едут в посадку, поливают, заливают, выжигают. Прогресс идет большой. И вот то, что наши все хотят, и уже были первые варианты вот этих штурмов, когда снизу идут роботизированные комплексы, сверху летят беспилотники. Вот такие штурмы освобождения нашей территории, когда идет железо вперед. Вот это самое главное, к чему мы должны дойти, пока путь там еще живет в облаках, и освобождать свою территорию, чтобы меньше гибло наших героев. Это самая-самая наша главная задача. Ну хотя б за гэтыя там колькі пытанняў і колькі хвілінаў тэт-а-тэт ты для сябе зрабіў выснову, як яна дайшла до гэтага жыцця? Ну, это уже белорусы сделали так, что она дошла. Плюс, я так понимаю, команда ее, потому что работает и танцует очень много, чтобы все получалось. Вот. Понимаешь, там были еще такие личные моменты, которые я не хочу озвучивать. Я никогда не выношу, абсолютно никогда ссор. Ну, не ссор из избы, какие-то, вот как это называется, белье. Есть вещи, которые политические, которые мы обсуждали, я могу говорить. О личном я никогда, вот вы за 6 лет, наверное, должны были привыкнуть, белорусы, со мной делятся все, никогда никто ничего не узнал. Вот. Вот когда все закончится, вы уберете диктатора через, не знаю, 5 лет, 10. Я такую книгу, если не забуду, напишу про Беларусь. Это будет фантастика. Хотя, может, и не надо, все переругаются в очередной раз на старости между собой от воспоминаний. Ну і що, нормально перажыць другі раз маладосць праз успаміны, хаця бы там такія потым разбірацца буду, знаешь, а вот Балаганаў напісаў тут про нас такое. Будзе другі пік тваёй папулярнасці. Хаця я думаю, што і першы будзе працягвацца. Дамовіліся пра наступную сустрэчу? Ну, каб нормально, да, каб нормально уже сесть и поговорить, не там 6 человек за столом. Я сказал, когда мне сказали, ну, сделаем, и все, больше мы ни о чем не говорили, все, и попрощались. Ты рассказал про свае ўражанні ад таго, якую ахову надалі дэлегацыі беларускіх дэмсілаў у Киеве. Сапраўды вот это уражвала гэта ўсё, ці это ты трошку перабольшыў? Нет, для меня до сих пор от встречи это самое большое впечатление. Просто вот самое. Я не видел никогда, чтобы настолько охраняли людей. Вот просто я никогда не видел. Я просто же говорю, не был в этих тусовках, где условно там находятся властимущие люди. Я видел всегда частную охрану каких-то там больших бизнесменов, но то, что было здесь. Хотя вот мне говорили, у Ахметова не меньше, мне кто-то из ребят вчера рассказывал, общался с футболистами «Шахтера», он там появился месяц назад впервые за 5 лет на их матче где-то в Варшаве, или где-то мы не играли в каком-то польском городе, «Шахтер» играл полуфинал Лиги конференций, то говорят,
Польша не видела такой охраны. Все перегорожено по всем периметрам. Олигарх приехал. Ну, а здесь просто отличной охраны до количества физически мужчин, до количества автомобилей, где мы должны были сидеть, все с подушки, эти диваны проверяли. Это меня, конечно, удивило. Ну, рознае бывае. Слухай, Ціхановская, калі ехала, она сказала, что одна з галоўных задачаў гэтай поездки гэта ўсё ж таки давесці украінскаму грамадству, что лукашэнкаўскі рэжым і беларусы гэта не одно і тое ж самае, равно паміж імі ставіць не варта, каб ўсё ж таки даць такі штуршок налажванню адносінаў паміж беларусамі і украінцамі. І вось з гэтай нагоды пытанне ад вожыка патрыёта: якое стаўленне да беларусаў у грамадстве Украіны, бо паралельна нібы добрыя водгукі і рэгулярныя абвесткі пра магчымы напад. Ну вот тое, што мы з тобой гаварылі, то бок якія ўвогуле стаўленне, як ты думаешь, вось гэты візіт, вот гэтыя кантакты, гэтая пазіцыя Кіева, Зеленскага, улады украінскай да беларускіх дэмсілаў, яна памяняе стаўленне, палепшыць яго, не палепшыць, ці простыя людзі жывуць сваім жыццём і самі робяць свае высновы? Ну, я не думаю, что этот визит что-то поменяет в глобальной массе отношений Украины. Я считаю, ее достаточно четко сформулировал наконец-то за последний год Зеленский, который выступал публично на международных мероприятиях, и у нас здесь, где он четко сформулировал: есть Беларусь, есть лукашенковский режим. Это два разных понятия. Есть люди, есть режим. И все. И вот, надеюсь, это и в сознании людей сработало. Потому что, ну, ты должен понимать, и все должны понимать, что касается наступления со стороны Беларуси, те люди, которые прошли это вживую, не было бы Бучи, если бы с Беларуси не наступали, то они никогда не забудут. И у них это внутри, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Потому что до сих пор, если у нас ехать в сторону Чернобыльской атомной станции, откуда шли эти колонны, есть села, где висят огромные бигборды, там по 20 человек, по 30 человек, фотографии людей, которые не военные, которых просто вывезли, которых уже 4 года кого-то до сих пор не могут найти, а кого-то находят. Кто-то, например, они все выехали, их вывезли как военнопленных, гражданских, вывезли через Беларусь, через режим Лукашенко. Кто-то оказался в Чечне, как раб работает на полях, кто-то где-то вообще там на Северном полюсе. Кого-то сейчас вот наконец-то удалось поменять на военных, на русских, ну гражданских меняли. И беды очень много. Те, кто с этим столкнулся, вы должны понять, что у них вот такое будет отношение. Ты им не объяснишь. Они пока не снесут режим Лукашенко, пока он там, будут чувствовать от Беларуси постоянную угрозу. Потому что они ее никогда не чувствовали. И тут им в 6 утра, как вот у меня у знакомых, останавливается БТР напротив дома. Выходит мама моего друга, а ей говорят: «Мама, иди в дом, это уже Россия». Она говорит: «Хлопцы, яка Россия?» «Не, все, забудь, это уже Россия». И потом пошла беда, стрельба и очень много горя. Давид Палітыка, як прыемна бачыць Александра ў вашым эфіры з Міцер, але спытайцеся ў яго, калі будзе наступны збор на ЗСУ. Бач, беларусы гатовыя працягваць данаціць на ЗСУ, нягледзячы ні на свае складанасці фінансавыя, ні на гэты пераслед, які з-за данаты на ЗСУ, на беларускіх добраахвотнікаў лукашэнкаўскі рэжым супраць іх ладзіць. Таму ці ёсць яшчэ зборы, ці будуць, плануецца і гэтак далей? Ну, во-первых, я хотел бы сказать всем низкий поклон и огромное спасибо. Я всегда говорил, ну, во-первых, нам с Беларуси не могут задонатить. Люди не могут подвергнуться риску, потому что у нас платежные системы не работают, не принимают с Беларуси платежи. Вот, и не надо белорусам. А те белорусы, которые свободные, которые находятся вне режима, они нам донатили всегда, за что всем огромное спасибо.
вы спасаете жизни людей. У нас, я сегодня просто написал в телеграм-канале, начался сбор там для роты НРК. Ребята прямо видео ко всем записали, но там небольшой сбор. Если мы в телеграме не соберем, я вечером его покажу на YouTube-канале. И в конце недели будет сбор для нашего спецподразделения «Артан». Сейчас они на запорожском направлении. Я просто работаю так, что ребята должны, хоть и неудобно просить, но те, кому это надо, они записывают видео именно к зрителям, чтобы эта коммуникация у наших героев была с моей аудиторией напрямую. И надо помогать. Все. Надо участвовать во всех сборах. И слава богу, что люди здесь едины. И еще раз огромное просто человеческое всем спасибо. Александр, ну не могу не спытацца не задать гэтае пытанне, тому что вельмі шмат людзей пыталіся, задавали у той ці іншай форме, варыянце гэтую тэму, хацелі твоё меркаванне пачуць. Вось нават праз донат глядач под нікам Белагентура Бай пытаецца, что Александр думае наконт сітуацыі с Лахвічам і Батуліным. Ось сапраўды мы ведаем, что ўсё ж таки у цябе контакты вялікія были с беларускімі добраахвотнікамі і з палком Каліновскім, і не толькі. І ты як чалавек, які сочыць за навінамі, я думаю, что бачыў гэтую всю сітуацыю с Лахвічам і гэтак далей. Тут просто твоё чалавечае стаўленне, вот як ты ацэньваеш усю эту ситуацию? Чтобы такое слово подобрать, я бы сказал, что это катастрофа. Я считаю, что это определенный криминальный шлейф. Саша просил, я так понимаю, с последнего видео этого комментировать. Вот. Поэтому вот у нас есть какие-то там представители наши со стороны Украины, которые у вас будут через 1,5 часа. Я считаю, это надо задавать такие вещи политическим деятелям. Я считаю, здесь, понятно, это вроде как внутренний вопрос белорусы между собой, но это и те, я так понимаю, участники вооруженных сил, спецподразделений. Вот. Это выходит в публичную плоскость. Это не красит абсолютно. Это я очень так нежно и мягко говорю. Ту ситуацию, которая произошла. Вот они, и я считаю, им задавайте эти вопросы. Они компетентные органы, они государственные служащие и должны комментировать. И принимать решения. Ну да, я разумею твоё вось такое акуратнае стаўленне і каментаванне гэтай сітуацыі. Таму сапраўды слушна заўважылі, як вот у нас Іван Ступак, былы супрацоўнік СБУ і ваенны аналітык, сказаў таксама з гэтай нагоды, што хутчэй за ўсё ж таки не прайшла гэтая сітуацыя міма адпаведных органаў, там паліцыі, там ці можа быть унутранай службы бяспекі, там спецпадраздзяленняў, і таму трэба пачакаць, пакуль яны разбяруцца, бо не ўсё так хутка вырашаецца гэтае пытанне. Посмотрим. І яшчэ одно, Саша, я думаю, ты бачыў, што ну как бы розная рэакцыя, прычым і з боку Украины, я маю на увазе тых нават беларусаў, якія жывуць ва Ўкраіне, была на візіт Ціхановскай. Маўляў, і чаго прыехала, і не тыя прыехалі, і не з тымі сустракаліся, і не тыя тэмы падымалі, і гэтак далей. Нормальная ситуация. Ну как бы вот крытыка, дэмакратыя, ці ўсё ж таки лішняе было это у сённяшніх умовах, на твой погляд? Еще раз, лишнее что, не понял? Ну вот это вот спробы накинуть на вентилятор зараз разборки, там не так оно все было, не с тымі сустракаліся, что трэба было Зеленскому не Тихановскую, а запросить большую делегацию розных прадстаўнікоў дэмсілаў, и что там беларускай дыаспорай не сустрэлася, ну и гэтак далей. Ну, люди высказывают свое мнение, и каждое мнение имеет право на жизнь. Мы можем с ним соглашаться, может не соглашаться, потому что я, например, получил прям огромнейший поток, просто огромнейшее количество писем
по поводу, скажем, негативного к этому отношения. Начиная от воеров с разных подразделений, мне очень много написали негативных комментариев. Прямо у меня было 2 дня, когда люди прямо собирали информацию, все видеокомментарии с разных сторон, и мне присылали целые подборки, что происходит в белорусском комьюнити, насколько негативно определенная часть общества отреагировала. Также получил огромное количество и позитивных, что наконец-то свершилось. Но те, которые здесь находятся внутри, я даже не знаю, как эту пропорцию разделить. Вот. Но очень, то есть давайте так, 50 на 50 поделим, но это условно. Но я просто видел по своему внутреннему боту, по своим сообщениям, с кем я с белорусами за 5 лет познакомился, сколько было негатива, что Украина зря это сделала, это ошибка, не надо с воерами встречаться, надо там с другими, надо всех собирать, общий какой-то. Но я понимаю, что если собирать что-то общее, это опять будет какой-то лебедь, рак и щука, потому что публично все могут перегрызться прямо там внутри. Вот. Разные векторы, с какими векторами встречались, мы же он видели. И Зеленский вообще первый встретился с кем и пообщался, это был Бабарыка этих, ой, как девушка вот эта, Колесникова. сердечко. Колесника, я вообще с ними встретился. Я тогда первую волну пережил того, что это происходит. Что за ужас. Он с ними встретился, а с воерами ни разу не встретился. Вот сейчас второй этап. А потом, может быть, будет и третий, когда он встретится с воерами. Всех белорусов с разных подразделений соберут в одном зале и скажут им огромное спасибо. А может быть, это сделает глава администрации Буданов. Никто не знает, как оно будет. Понимаешь, мы с тобой по поверхностям только все знаем, по каким-то вот таким, ну, не вбросам, а кусочкам медийной информации, которая попадает на наши глаза. А что происходит внутри, мы же вообще не знаем, я не думаю, 90% ситуации, если не 99. Ну да, тут дадалася яшчэ, конечно, эта ситуация і не тым і не тых узнагародзілі і не так узнагародзілі, і что там за форма была, і адкуль там пагоны і гэтак далей, всего хапа. Вот это был самый большой 90% хейт. Я бы сказал, что эта тема перекрыла даже то, что приехала Тихановская. Ну, у меня, по крайней мере, в комментариях этим просто было засыпано от разных воеров сообщений. Да, но тут я так разумею, что не Тихановская ж как бы выбирала каго узнагародзіць, але вся праблема ў тым, что можа быть сапраўды у беларусаў няма нейка у ваяроў, маю на увазе, агульнага такога прадстаўніцтва, аб'яднання. Мы там казалі полк Каліновска, аказалася, что ну как бы гэта не тое адзінае аб'яднанне, якое прадстаўляе беларускіх ваяроў, а может быть наадварот і не прадстаўляе іх. Смотри, я тебе еще вот так скажу. Я вот с несколькими воерами выслушивал, когда вживую вот эти все диалоги общались. Я же никогда не спорю, потому что вы изнутри знаете и свое общество, и свое комьюнити гораздо лучше. Но я им на это, помню, 3 дня назад сказал следующее. Понимаете, говорю, вот вы говорите, воеры кого-то выдвинуть. У вас просто нет своего Белецкого, как есть у нас. Был бы у вас среди воеров всех один лидер как личность, давно бы с ним была бы построена коммуникация, и вокруг него бы, наверное, строились отношения с Беларусью. А у вас любого сейчас воера, даже самого достойного, который там уже имеет государственные награды Украины, сейчас выдвинь куда-то как лидером этого комьюнити воеров, но его другие же воера сотрут в публичном поле за неделю. Потому что нет той личности, которая бы цементировала все. И по отношению между воерами вы, наверное, тоже иногда чувствуете, что есть достаточно, ну как сказать, разные взгляды. Ну так, да. Дарэчы, я так і не павіншаваў, Александр, цябе з узнагародай ад аб'яднанага пераходнага кабінета, якую ты атрымаў таксама з рук Тихановскай. Вот. Я так думаю, что это быў яшчэ адзін дадатковы той момант, які парваў усе возможныя ніжнія части цела у лукашэнкаўскіх прапагандыстаў. Ну, насчет моей награды не знаю, просто
сам визит Тихановской порвал. Ты же видел, как нервничал Лукашенко, кипел. Озаренок, ну, протирал экран регулярно, потому что он его заплевывал. Он, ну, с точки зрения политический эффект, эмоциональный он достигнут, потому что чем больше нервничает Лукашенко, тем меньше ему боженька оставляет жить на этом свете. Потому что, ну, уже возраст, сердечко, а такие потрясения для него же моральные эти удары, я думаю, гораздо сильнее, чем где-то какой-то дрон упал. Вот там я сегодня прочитал, у вас в Беларуси где-то русский дрон «Шахет» упал, то ли под Слуцком, то ли где-то. Да, под Слуцком. Вот, мы смогли его сбить. Я еще только по поверхности мне кто-то прислал, я заголовок прочитал. И то, что там может быть проблема, что он попадет куда-то в дом и погибнут белорусы, Луку это не волнует. А вот такие политические вещи, они его задевают очень сильно. Поэтому ради этого уже пусть визит состоялся, уже хорошо. Ну, ты ведаешь, вот ты добрый такі чалавек, чалавекалюбівы чалавек, вот выбачайце за таўталогію, і ў кожным сваім стрыме ты говоришь, ну сейчас мы там накинем такое, что у Грышы Азаронка здарыцца чарговы прыступ. Ну давядзеш же чалавека до кандрашки. Не, ну, по-моему, нет. Он, кстати, очень сильно раскабанел. Это, не знаю, от кондрашки это связано или нет, но он стал такой огромный, он уже не помещается в экранной госпропаганды. Это для Гриши плохо влияет тоже, это ж на сердце давление. Вот, я не знаю, ну, у меня к нему просто чисто психологическое такое вот отношение. Я бы даже сказал, что иногда мне бы интересно было с ним пообщаться, честно говорю. Потому что он же с этим мировоззрением живет. То, что он ядом плюется, иногда мне кажется, что он реально с ненавистью, иногда мне кажется, что он просто играет эту роль, она ему очень понравилась. У вас есть гораздо более опасные пропагандисты, которые реально несут беду. Гриша уже весь мир воспринимает как клоуна, он же эту роль себе создал. Вот, ну, она у него получается. Когда у него наступает пауза, 2 месяца он нигде не попадает на экран, он обязательно должен снять такую серию, чтобы завируситься по всему видео. Антиреклама тоже реклама. Ну, ты не знаю, ну, у меня такое к нему отношение. Он про меня придумывал вот всякие фейки, вот эти публиковал, поэтому я ему сказал, что Гриша, этим тебя будем догонять, потому что ну, так опускаться низко и уже так врать, это неправильно, даже если ты пропагандист. Дякую вялікі, Александр. На жаль, трэба развітвацца. З задавальненнем глядзім твае відэо. Звяртаюся да ўсіх, хто гэта яшчэ не зрабіў. Подписывайтеся на YouTube канал Александра Рыкова Балаганов. Глядзіце за тым і сачыце, як Александр глядзіць на наши падзеі і не толькі беларускія, але і ў свеце, і беларуска-украінскія адносіны. Ну а нагадываю тым, хто таксама гэта не зрабіў, асабліва можа быць украінскім гледачам Александра, подписывайтеся на YouTube канал Еврорады. Рэдка, але метка Александр прыходзіць да нас у эфіры. Спадзяюся, будзе рабіць гэта часцей. Дзякую, Александр. Добрых людзей болей. Гэта мы, дзякуючы табе ў тым ліку, ведаем. Слава Украине, живе Беларусь. Героям слава, живи вечно. Дякую.